Альберт Гельфанов никогда не думал и не гадал, что выступит с самим Стингом на одной сцене. С кем только народный артист Татарстана в своей жизни не играл. За его плечами немало успешных зарубежных концертов в составе симфонического оркестра и постоянное участие в небезызвестном клезмерском ансамбле «Симха». Но один из незабываемых моментов в жизни, он считает, уже случился. Соло кларнета в композиции «Englishman in New York». Третья вещь была «Englishman in New York». И там мое большое соло, пришлось мне, заставил дирижер стоя эту песню отыграть. После этого, как я отыграл, он подошел, и было мне очень приятно, прошел весь оркестр, подошел ко мне и пожал мне руку. На кларнет мистер Альберт Гельфанов. Он очень простой в общении. Очень прост и работает просто, знаете, без всякой халтуры. Работает в полную силу и на репетиции, и на концерте. Тот же самый простой человек, не капризный, реально смотрящий на жизнь, осознающий свое место в этой жизни, в то же время очень открытый и доступный. Денис Валиев сопровождал легенду практически повсюду. За сутки пребывания Стинга в Казани перед концертом британский исполнитель посетил остров Град-Свияжск. Готовы были к встрече легенды на все 100. Денис признается, помог опыт. В первую очередь прошлогодние гастроли цирка Дю Солей. Тогда казанцы по-настоящему увидели западный профессиональный подход. Организатор концерта рассказывает, Стинг очень терпеливо относится к своим многочисленным поклонникам. Он аккуратен, спокоен и человечен. Концерт легендарного британца еще долго будут вспоминать в Казани. На этой неделе все интернет-сообщества занимались обсуждением выступления Стинга. Успех очевиден. Так что не исключено, что Englishman in New York вернется в столицу Татарстана вновь. Елена Новгородцева, Евгений Анисимов, Роберт Намиуллин, столица.